Специалисты Фонда дикой природы России, Тибердинского и Североостинского заповедников проведут учет зубров. Цель – получить максимально точную информацию о состоянии поголовья, численности в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Предполагается, что учетчики пройдут по следу животных, фиксируя все замеченные следы. По последним данным, в Северной Осетии 122 зубра. В минувшем году в Осетии родилось 10 телят, и это, по мнению ученых, хорошая тенденция. А эти кадры из Североостинского государственного природного заповедника. По горным склонам спокойно гуляют кавказские туры. Судя по тому, как они скачут по высокогорным склонам, животным на территории заповедника комфортно, а главное, нет никакой опасности. Теперь переместимся в Моздок. Там, в местном парке, уютно обжилась медведица Маша. Медвежонком она попала в семью Гуцаевых, которая растит и ухаживает за крупным питомцем вот уже 3-й год. Сейчас Маша живет в вольере. Чтобы медведице не было скучно, в парке поселили еще несколько животных. Местные жители с удовольствием их подкармливают и могут наблюдают, как они растут и развиваются. Например, Маша весит уже больше 100 килограмм. От других бурых медведей ее отличает то, что живет она совсем не по медвежье. Зиму, когда все медведи впадают в спячку, Маша проводит бодрствуя, а спит только по ночам. Рацион у нее тоже свой. Сейчас один раз зимой, потому что она плохо ест, у них вот это, наверное, спячка, то что. А летом 3 раза есть, 2 точно. А в каких количествах, наверное, в килограммах? Смотрите, летом, к примеру, мы можем ей дать, не знаю, за раз, килограмма 3-4 яблок. Так. Это утром. Потом вечером можем кашу, женщина, кто здесь смотрит, она ей варит каши дает, хлеб свежий, и также можно груши, морковь, вот такие вещи. Дети, тоже часто приносят фрукты, сгущенки, конфеты любят, вот такие сладости. Недавно тоже приходили под Новый год, много прям принесли тоже сумок ей покушать. И приходят, играются.